Как сделать так, чтобы отдыхать в Башкортостане было комфортно, безопасно, вкусно, при этом недорого, и туристы вновь захотели вернуться? Об этом поговорили с министром предпринимательства и туризма республики Зухрой Гордиенко. В интервью «Итогам недели» она рассказала о том, куда нацелены направить туристические рубли, почему строить глэмпинги прямо у населенных пунктов не стоит и почему министр отказалась от санаториев. Впервые у нас министр вообще именно в этой отрасли, в этом направлении женщины. А женщины что любят? Они любят комфортный отдых с условиями. Каким вы видите именно развитие туризма у нас в Башкортостане? Как женщина или как министр? Ну, наверное, скажу как министр. В первую очередь, конечно же, хочется, чтобы все, кто приезжает к нам, кто отдыхает у нас в Башкортостане, чувствовали себя комфортно, безопасно, защищенно и, конечно же, получали удовольствие от нашей природы, от наших исторических особенностей. И вообще, пребывая в Башкортостане, чтобы оставалось самое лучшее впечатление. А поэтому, действительно, вы правы. Сейчас турист очень избирателен. Люди хотят приезжать и жить в юртах. Но юрты сейчас должны быть благоустроены. Поэтому у нас появляются и такие комплексы, где у нас юрты с туалетами, с душем и со всеми условиями для того, чтобы там пребывать. Наверное, отмечу в последнее время вот строительство этих музеев, музей кочевых культур, музей Шульганташ. Это такой, скажем, научный туризм. Туда приезжают люди не только просто посмотреть, но еще что-то увидеть, поучиться. Там уже проводятся у нас научно-практические конференции. Это тоже такой вид туризма, где мы совмещаем человека, науку, так скажем, и туриста. Поэтому огромное количество возможностей в Республике Башкортостан вижу лично я как министр. Ну, а как женщина, хочу сказать, наверное, здесь по-хозяйски надо подходить. Башкортостан должен быть комфортным и безопасным для туристов. Ну, конечно же, он интересен, тут даже это не обговаривается. Ну, вот вы сейчас назвали, что есть разные виды туризма. Это есть и научный туризм, и гастрономический. Вот этих направлений очень много. Но вот мы не распаляемся, когда мы развиваем все, как думаете? Ну, наверное, тоже этот момент есть. Сейчас все-таки лично мое мнение и мнение руководства я разделю, надо усиливать сильные позиции. У нас же есть те как бы протоптанные тропы, куда уже идет человек. Недавно вот была в Каридельском районе, действительно, да, Каридельский район, он всегда был излюбленным туристами. То есть это там это Павловское водохранилище, просто красота неописуемая. И там сейчас строятся глэмпинги, и они уже строятся по современным технологиям, по современным методикам. Я к чему хочу сказать, хочется туда помогать, но там не хватает, знаете, вот они построили дом, не хватает туроборудования. Вот я уже этому предпринимателю говорю, давай так, второй год ты будешь подаваться на туристическое оборудование, чтобы ты мог оборудовать это все дело. Да, хорошие домики появились, ну что, он поспал, поел, турист, что-то ему надо, хочется где-то покататься, где-то скатиться откуда-то, где-то пройтись, может быть, проехаться на велосипеде. На это тоже будет выделяться денежная поддержка. Как нацелены еще раз рекламировать себя? Хорошо, если мы внутри, да. Ну вот мы, жители Башкортостана, знаем шикарный Каридельский район. Найдется чем заняться в Белорецке. А вот люди извне, как поймут, как узнают о нас? Я обратила внимание, что не все знают о потенциале Башкортостана. Ну, наверное, так сложилось. Мы все равно закрытая республика долго были в этом вопросе. Так, например, в аэропорту Шереметьево появятся скоро баннеры большие, которые будут говорить о том, что какой Башкортостан, приезжайте в Башкортостан. Будут QR-коды специальные запущены для того, чтобы человек мог скачать его и увидеть все наши турбазы, все наши базы отдыха. Не соглашусь с вами, что башкортостанцы все знают о туризме. Вот лично я, жительница там Зауралья, потом северо-востока Кегинского района, как будто вот ту сторону знаю, но абсолютно влюбилась в Гафурийский район, я его увидела. Впервые, он же так в глубине находится, в самом сердце Башкортостана. Я приехала, ну это уникальный район, конечно. И вот туда надо развивать и развивать, туда действительно хочется возвращаться. Район, там такие липы, там такие реки, ну просто какое-то чудо. Ну, я извиняюсь перед другими главами, что, ну, я обязательно буду говорить, что каждый район уникален, но вот лично я для себя открываю районы, будучи жителем Башкортостана. Поэтому еще есть что открывать, дорогие. Развитие и появление глэмпингов позволяет вдохнуть, я, наверное, сейчас очевидный вопрос задам, но тем не менее, позволяет вдохнуть жизнь в районы? Ну, безусловно, если создается хороший, вот, качественный глэмпинг, отдых, глэмпинг-парк, глэмпинг какой-то, то это же новые рабочие места, это туристический поток. Единственное, вот здесь я, как бывший глава администрации, хочу предупредить. Вот когда мы создаем глэмпинг совсем близко с населенным пунктом, будьте готовы к тому, что не все будут этому рады. Вот, поэтому, да. Почему? Потому что турист, он уже приехал, что отдыхать. Он, может быть, ночью будет петь на гитаре, играть там, на гармошке, где-то может шуметь, там,
громко брызгаться водой. То есть это не всем нравится, но я хочу сказать, что надо выбирать место вот специально для туристического отдыха, более уединенное. Это я говорю просто как человек, который с этим столкнулся. Поэтому, безусловно, районам это интересно, потому что турист, он едет по дороге, он заправляется на этой заправке, где работают наши же работники района, да? Он едет в кафе, где он там перекусит, где работают наши же работники, где продукты покупают у местных жителей и так далее, и так далее. То есть туристический рубль, он распределяется по многим сферам. То есть начиная от дорог, там, заправок, кафе и других. Сувенирку купил какую-то, что-то прикупил, что-то посмотрел, приехал, другим рассказал. То есть работать на туриста надо. Обязательно надо быть гостеприимным. Почему? Потому что он приносит рубль длинный за собой. Вот о длинном рубле тоже интересно поговорить, потому что вот мы всегда обсуждаем, да, с удовольствием бы поехала бы и в наш местный санаторий, может быть, и в кемпинг, глэмпинг, да, побывал бы. Но, как обычно, это вот стандартное, не только мое мнение, может быть, и мнение наших телезрителей, поехала бы, но дорого, как в Турции. Ну, что есть, то есть. Вот оправдываться здесь и говорить, что нет, да у нас не так, действительно дороговато. Но ценообразование, оно действительно, вот оно так и выходит. Нам просто надо сейчас потерпеть, потому что нету конкуренции. Вот когда нету конкуренции, человек, понятно, может поднимать цену так, как ему вздумается. Но ценообразование сейчас очень сложно. Я хочу сказать, что ведь и там, кто работает человек, сам предприниматель, на него тоже люди работают, они тоже все хотят зарабатывать деньги. Туризм, к сожалению, это тоже сезонность. У нас есть сезонность, есть пустые дни, а человек должен платить заработную плату своему работнику круглый год. Поэтому, думаю, ценообразование, оно действительно вот так выходит. Никто там не наживается просто так. А где вы сами любите отдыхать? И вообще, какой отдых любите? Может быть, вот как раз комфортный в глэмпинге вам и не нужен, а в палатке у водоема? Я, наверное, плохой турист, потому что я, честно говоря, не очень... Вообще, в целом, я такой человек созерцательный. Я там жила в районе в Кегинском. Там, не работа, а отдых в плане того, что там красота вокруг, везде. То есть, как бы, я не так уставала, да? Вы еще такая. Я к тому, что вот прям отдыхать, боюсь прорекламировать что-то. Хотели с мужем отдыхать в санаториях, начали отдыхать, немножко скучно. Подумали, что мы еще молоды для санаторного отдыха. Пока не отдыхаю, пока работаю, но с удовольствием в любом районе думаю, что можно отдохнуть, потому что условия действительно начали соответствовать нашим запросам. Работаете, чтобы отдыхали другие? Да, пока так.